Урматтуу жыйын мүчөлөрү, сиздерге маалым болгондой эле ассоциациянын эң негизги мүчөлөрү менен кызматташуу багытынын бирөөсү бул ишкер менен мамлекеттин ортосунда көпүрө болуп, өлкөдөгү инвестициялык климатты жакшыртууга катышуу. Бүгүнкү материалда сиздер менен ошол мамлекет менен негизи эле инвестициялык абалды жакшыртуу боюнча алып барып аткан жумуштар тууралуу кыскача маалымат менен бөлүшөлү. Бул жылы Конституция өзгөрүп, ошого жараша бир топ мыйзамдарга өзгөрүү киргизилип, ошого жараша жумушчу топтор түзүлүп, иш алып барылып атат. Инвестициялык кодекс боюнча, андан кийин кылмыш кодекси боюнча бир топ кодекстер каралып, ошонун алкагында жыянын мүчөлөрү дагы ушул топко катышып иш алып барып атат. Бул жерде токтоло кетсек, мисалы азыркы учурда биздин эксперттик топтун мүчөсү Аскат Мажитов мисалы салык кодекси боюнча жумушчу топко катышып, ошол жерде биздин мүчөлөрүбүздүн үнүн жеткизип иш алып барып атат. Андан сырткары бул туризм тармагында дагы туризм боюнча мыйзамга биздин Кыргыз концерттин жетекчиси Медер мырза катышып иш алып барып атат. Андан сырткары курулуш тармагында, текстиль тармагында бир топ мыйзамдарда иш алып барып атат. Бүгүн ошол биздин эксперттик топтун жыйыны болуп, бул жердеги эң негизги эле максат бул биздин ишкерлерибиз болсун же биздин өкүлдөрүбүз катышкан жумушчу топтордун баары бул Кыргызстанды ошол жакшы ишкерлерге мыйзамдарды түзүп, ошол жакшы мыйзамдар өлкөдөгү жакшы инвестициялык климатты түзүп берет деген ишеничте иш алып барып атабыз. Ассоциациянын ишмердүүлүгүнө активдүү катышып, биздин материалдарды ар дайым көрүп туруңуздар. Добрый день, уважаемые предприниматели, уважаемые бизнесмены. Я хочу поделиться нашим опытом работы в бизнес-ассоциации GIA. Я Сатыбалдиева Гульнара Теребаевна, являюсь учредителем строительной компании «Аквастрой». В свою очередь наша компания является членом ассоциации. При ассоциации GIA создан комитет, строительный комитет. Я являюсь членом строительного комитета, как и другие строительные компании. В строительном комитете бизнес-ассоциации GIA входит порядка более 30 строительных компаний. Это застройщики, строители. Поэтому за последние 4 года мы провели очень плодотворную, хорошую работу в части принятия активного участия в разработке некоторых законов, а также положений. Совместно с Госстроем Кыргызской Республики на площадке ассоциации GIA были внесены изменения в закон о пожарной безопасности, то есть это вот те законы, в которых мы принимали активное участие. Также были внесены изменения в жилищный кодекс, градостроительный кодекс, в части принятия, то есть совмещенного проектирования и строительства. Весной совместно с Госстроем мы приняли участие в разработке положения о упрощении процедуры выдачи разрешительных документов. Это положение было принято постановлением правительства Кыргызской Республики, оно уже подписано, и к концу августа месяца оно уже будет работать. Поэтому я считаю, что не нужно надеяться на государство, не нужно надеяться на кого-то. Мы должны сами проявлять гражданскую позицию, активную позицию в принятии законов, в принятии нормативных актов, потому что это всецело от работы хороших законов, нормативно-правовых актов зависит наша деятельность. Поэтому я призываю всех предпринимателей, бизнесменов, неравнодушных в развитии нашей страны, неравнодушных в росте экономики, принять активное участие, проявлять свою гражданскую позицию, осуществлять свою деятельность в правовом русле. Здравствуйте, члены GIA. Меня зовут Медер Джумагулов, я являюсь директором ОСО «Кыргызконцепт» и членом комитета по туризму от GIA в рабочей группе по законопроекту о туризме. На данный момент действует законопроект о туризме, закон о туризме от 1999 года, еще подписанный Аскаром Акаевым. И было принято правительством решение по принципу гильотины пересмотреть закон о туризме
И мы как в составе рабочей группы вот, несколько раз встречались, обсуждали текст АРВ, и было несколько идей на обсуждение. Вот, я бы хотел бы вам сообщить об этом. АРВ был подписан рабочей группой в составе представителей министерств, в составе представителей ассоциации. Инициатива о пересмотре законопроекта лежит на департаменте туризма. Вот, они сделали много предложений, хотят внести много улучшений в законопроект, в том числе активное участие государства в продвижении бренда Кыргызстана на международных площадках, в развитии зеленого туризма. Вот, и в том же числе мы, как от имени ассоциации, сделали тоже предложение о изменениях законопроекта. Одним из них является обнуление ставки НДС на въездной туризм, потому что это даст возможность для дальнейшего развития въездного туризма. Как пример хочу привести, что в наших соседних странах, в Казахстане, в Узбекистане, уже несколько лет действует нулевая ставка НДС на въездной туризм. Это означает, что бизнес, который обслуживает зарубежных граждан, туристов, не уплачивает НДС. И это им на данный момент дает конкурентное преимущество. И мы хотели бы, чтобы мы создали в Кыргызстане аналогичные условия и смогли улучшить цену и также улучшить качество для туристов. АРВ был подписан, и в дальнейшем будет вынесен законопроект на общественное обсуждение, и далее будет рассматриваться в дальнейшие в 3 чтениях, и мы будем активно участвовать в этом процессе.